Хәрлікі, сәмісіз. Здравствуйте, дорогие друзья, қадірлі туғандар. У нас сегодня очень важное мероприятие для нас. Вот сейчас финальный круглый стол. И мы хотим обменяться мнениями. Мы очень хотим услышать от вас, от зала, какую-то обратную связь, какие-то пожелания, негодования, радости. Но очень конкретные. Прошу вас, беря микрофон, не говорить спасибо организаторам, и лично Фариду Равкадовичу, Эльфиру Ильшадовичу. То есть все спасибо, мы это все понимаем, но лучше конкретика. Чего хватило, чего не хватило, что бы вы хотели через год, в 2020 году, какой контент, какую программу бы вы хотели, чего вам не хватило, например, что бы вы хотели, чтобы мы добавили. И сначала у нас такая традиция, мы сначала даем слово каждому из педагогов, которые тоже, все, что я говорил залу, это относится и к вам, друзья, потому что вы работали, может быть, какие-то минусы, какие-то плюсы, какие-то моменты, которых вам, кажется, не хватило. Любые, организационные, практические, фундаментальные, методологические. Итак, кроме того, такое небольшое объявление. В фойе продолжается вручение сертификатов данного мероприятия. Люди будут ходить, не обращайте внимания, будут ходить тихо, потому что еще только в других местах заканчивают работать некоторые секции. И, коль скоро так, давайте немножко стесненно побудем. Они будут проходить мимо 8-го ряда, никому не мешать. Нет, спасибо быстро, просто, я имею в виду, вот это спасибо, но чтобы оно не превращалось в какой-то тост. У нас еще будет сегодня для этого времени. Они все знают, что у нас после спектакля «Беркай, Айсело» у нас состоится торжественное закрытие фестиваля в форме банкета. Фуршета, в форме фуршета. Вот. И там каждый может каждому задать какой-то вопрос такой. Сфотографироваться, сделать селфи. Сейчас мы не будем на это тратить время. Я сразу, давайте я перейду уже. Я хочу дать слово Игорю Владимировичу Яцко, заслуженному артисту России, режиссеру, педагогу, актеру, педагогу нашего нынешнего форума «Наурус». Что он вынес, что он привнес, что ему показалось странным. Спасибо большое. Мне дали слово, потому что я должен буду идти на вокзал и ехать в Москву. Поэтому я в таком льготном положении, трудном положении. Конечно, хотелось бы послушать других, но, наверное, надо начать. Когда открывали фестиваль, я говорил, что для меня, конечно, я предчувствую какие-то встречи, что-то новое, какие-то открытия, которые будут. И должен сегодня сказать, что я не ошибся. У меня впечатление самое такое хорошее, легкое, светлое, несмотря на тот ураган, который обрушился, на тот холод, который наступил за пределами театра, но внутри это не распространяется. Сегодня очень интересный день. Действительно, все лаборатории показали свой труд этих нескольких дней. Время очень мало, на самом деле, для такой работы, потому что и тема сама предложена колоссальная. Фарид предложил такую мощную тему, что и сами-то педагоги, я имею в виду самого себя, впервые познакомились с этим произведением, с этим эпосом, и счастливы от того, что просто прикоснулись к этой теме, просто прикоснулись. И это уже, я считаю, очень много, потому что у этого текста есть какая-то своя аура, и услышать его, я могу читать только по-русски, но услышать его на древнем языке, вот это вот магическое слово, которое по-русски переводится «теперь», во многих показах, представлениях, демонстрациях. Действительно, это создает какую-то особую ауру и особую атмосферу, которая, например, для меня окутывает. Для меня это даже самое важное, потому что, я думаю, что каждый педагог, и я в том числе, привезли какие-то свои методики,
свое направление работы, но вынуждены были включить совершенно что-то новое, чтобы эта работа была осмыслена, чтобы она была не холостая, чтобы она была неформальная. Пожалуй, вот это самый какой-то важный момент, что опираясь на форму и нету стремления к результату, есть только направление, результат недостижим, но зато есть атмосфера, зато есть тема и есть содержание. Я, конечно, очень рад такой встрече. Я рад тому, что мне удалось много спектаклей посмотреть. И это были тоже очень такие для меня впечатления, очень свежие, новые, хорошие. Я встретил своих старых друзей, коллег, с которыми начинал работать еще в 90-м году. Алехандро Гонсалес, то есть это настоящий подарок, вдруг увидеться с ним и увидеть его работу, просто общаться. Юрий Леонович Ачес показал прекрасную работу, тоже мой как бы старший коллега, когда я пришел молодым артистом в театр Васильева. И вся эта атмосфера, конечно, для меня очень важна. И должен сказать, что и вот на своих занятиях, которые мы провели с ребятами, занятия с актерами, получилось так, что по специфике того тренинга, который я делаю, который я предлагаю, не должно быть, по крайней мере, на первых встречах не должно быть никаких наблюдателей. То есть должны быть только участники, и все. Это сделано для того, чтобы избавить тех, кто участвует, избавить от мысли, что на них кто-то смотрит. Избавить это можно только закрыв двери и как бы, чтобы просто никто не смотрел. Камеры не работали, никто не смотрел. Но понятно, что лаборатория предлагает обмен, и обязательно надо смотреть, и обязательно надо демонстрировать. И, в общем, надо искать такой компромисс. И благодаря этому на первое занятие там у меня группа была 15 человек, но пришло там 30 человек. Я сказал, ну раз вы пришли, наблюдать нельзя, а участвовать можно. Тогда все разулись, надели там тренировочную форму, и таким образом группа у меня получилась больше 30 человек. Ну, кто был, то видели. И вот в этой большой группе, это как бы гипербольшая группа, мы работали. Но должен сказать, что сама атмосфера работы была действительно очень хороша. Вот для меня она очень хороша. Потому что, ну, например, тот тип тренинга, который я делаю, он принимает все, что угодно, он не принимает только насмешки и цинизма, который идет внутри сердца актера. То есть нельзя допустить насмешки и цинизма. То есть цинизм разрушает любое начинание. Все остальное не разрушает. И вот этого совершенно не было. То есть я волновался, удастся ли за такой для меня короткий период прикоснуться вот к этой материи действия через 3 вида движения. И удастся ли дойти в конце концов до текста, чтобы успеть прикоснуться к тексту. И все-таки именно благодаря ребятам, актерам, их такой включенности и, в общем-то, организованности, какой-то исключительный такой актерский дух, очень хороший, он позволил, в общем, я доволен тем, что мы это сделали. Мы это сделали, и были серьезные разговоры о театре, о школе, что такое школа, что такое действие в театре. И для меня это было самым важным. То есть не демонстрация какого-то результата, но я видел, что у коллег, которые я смотрел сегодня работы, мне больше всего понравилось, что все развивали какое-то свое направление, оно читалось, оно связано со стремлением к мастерству, стремлением к знакомству, что есть перспектива в этом.
и что в конце концов есть какая-то правильная атмосфера поиска и исследования. Сама по себе эта атмосфера, она уже является, как это сказать, какой-то редкостью. На самом деле всякий раз это редкость и это чудо. И, конечно, от нас зависит, чтобы это чудо ощутить. Поэтому, конечно, очень важно обсуждать, важно говорить. И не так важно, какими словами мы будем выражать самих себя. Важно, что мы видим друг друга, слышим голос, слышим интонации, говорим на эту тему. И это дает сильную такую возможность сделать свои собственные выводы. А выводы каждый может сделать сам, потому что у каждого своя работа, свой взгляд, свой путь. И это является таким импульсом, чтобы этот путь продолжать. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Давайте мы тогда так пойдем по секциям. К сожалению, на данный момент среди сидящих на этой сцене нет ни одного представителя педагогики третьей секция менеджмента. Но менеджеры, они такие занятые люди, они все разъезжаются сразу. Поэтому давайте пойдем по секциям. По первой секции Дмитрий Кашмин. В порядке показа. Хронология. Спасибо. Друзья, я просто прошу вас, может да. Так, немножечко внутренний метроном включаем и говорим такие тоже какие-то. Это пропорционально длине показов, да, наших сегодняшних, для каждого участника. Я на самом деле не знаю, что сказать, кроме слов благодарности за предоставленную возможность поработать и за тот вектор, который был задан в этой работе. И у меня такое двоякое впечатление от того, что мы сделали. Не в смысле получилось, не получилось, а в смысле того, что мы могли ничего не показывать. И это было бы, наверное, для нас комфортнее и правильнее, да? Потому что когда наблюдатели приходят и просто смотрят за работой, которая не прерывается, это одно. А когда у тебя есть необходимость все-таки как-то сконструировать показ, то это совсем другое. Но вот этот вектор, который был задан предложением погрузиться в этот материал, это то, что изближает любые методики, любые направления, которые мы исповедуем, с тем, что, я сейчас выведу на это, да, с тем, что содержится в сути актерского мастерства. Потому что сами по себе упражнения ничего не дают. Когда есть определенная задача, сверхзадача, мы устремляемся к ее выполнению, и тогда, наверное, все навыки, которые получает актер на тренинге, становятся эффективными. Да? Поэтому, конечно же, мы получили удовольствие от того, что мы это сделали, скажем так, да, что мы все-таки это показали. Просто все об этом будут говорить, и я в том числе очень мало времени, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы форум был подлиннее. Спасибо. Спасибо. Мария Большакова, Мария Анатольевна, вам слово. Что хотелось бы поменять к 2020 году, если вдруг я, например, приеду в 2020 году? Почти наверняка, но тем не менее. Мне хотелось бы поменять погоду. Это 100%, потому что не удалось ничего надеть. С того, что привезла. Пришлось купить все новое. Это вводит в непредвиденные растраты. Мне очень... Мне очень... Вот ваша тужурка меня и грела. Так же, как ваше сердце и сердце всех людей, которые здесь меня принимают, мне здесь бесконечно приятно. Я вот очень счастлива, что я сюда приехала в третий, да, два раза, третий раз на спектакль ставили. Мне здесь удивительно дома. И за это огромное вам спасибо. Мне прям приятно было сюда приехать.
Я первый раз на подобных мероприятиях в качестве человека, который делится чем-то. Я в основном с балетмейстерами делюсь. У меня в основном балетные люди вокруг меня, и я их учу там как-то танцевать, и балетмейстеров, которых учу ставить спектакли. Для меня это был колоссальный опыт. Опыт общения, опыт, что делают люди, потому что мы все, ну я, не все, мы все, они нет, я настолько занята своими решениями своих проблем в жизни, я только успеваю какие-то вещи делать, прибегать домой, делать, и очень мало вижу, к сожалению. И мне так было приятно посмотреть, увидеть, послушать умных людей. Для меня это колоссальный опыт общения с педагогами и с студентами моими, которые у меня работали. За что и то, что я спектакли посмотрела, это, конечно, для меня образовательный форум для меня. И еще я хочу очень отдельно поблагодарить ребят моих, которые занимались у меня в группе, потому что, поверьте, учить танцы весело, танцы. Очень грустно стоять, закрыв глаза и пытаться найти внутри себя какие-то мышцы, которыми надо танцевать. Это неинтересно. И у любого нормального человека минут через 10 должно возникнуть желание уйти. Ну, потому что это сложно, это скучно. Это не результат сейчас, это результат когда-то. До этого когда-то довольно далеко. Мы только сделали первый шаг. Они вытерпели это, за что им большое спасибо. Я надеюсь, что это пригодится. Вот, в общем-то, и все. Большое всем спасибо. Поменяйте погоду. До новых встреч. Спасибо. Может быть, к 2020 или 2022 году мы научимся менять погоду. Пока, ребят, ну, не имеем гербовых, пишем на простых. У нас... А? Вот нам уже вчера было в эфире высказана эта претензия. Ну, бог с ним. Переходим плавно ко второй секции, ко второй творческой лаборатории. Теория режиссуры, сценографии. Вот у нас представитель этой секции, прекрасная чета молодых художников театральных, выросших в пенатах национальных театров, можно сказать, с молоком впитавших все какие-то азы и важные вещи. Геннадий Скоморохов и Надежда Скоморохова. Ну, кто из вас там первый, вы сами разберетесь. Так получилось в этот раз, что я приехал уже под конец форума, да, и приехал из Архангельска, поэтому первым делом хотел поблагодарить город за прекрасную погоду. Я как-то немножко, да, пришел в себя, потеплел. Во-вторых, поблагодарить за пенаты, потому что мы вот так первый раз таким семейным коллективом, с таким семейным уже родным театром, это большая честь для нас. И мы постарались наши лекции тоже провести в такой атмосфере, такой семейной, да, потому что мы все-таки как-то довольно редко делимся, да, художники так как-то друг с другом редко делятся своими какими-то экспериментами. Но мы постарались быть открытыми для вас и надеюсь, что тем, кто пришел, тем было с нами интересно. Вот, потому что, да, спасибо тем, кто пришел, а рассказать, в принципе, каждый может, да? Вот, поэтому спасибо. Спасибо организаторам, спасибо театру и, конечно, нашим гостям. Спасибо. Да, от себя я хотела добавить еще то, что это так полезно иногда, вот так, когда художник из своей такой скорлупы вылезает и выходит на какой-то открытый разговор с коллегами, неважно, с художниками, режиссерами, актерами, драматургами. Это очень здорово, и спасибо за такую возможность форуму и театру, что позвали. Вот. Надеюсь, что то, о чем мы говорили, это было полезно тем, кто слушал, но это было полезно и нам. Мы обсуждали это вчера, да, что это очень здорово вот так периодически. Мы какой-то тоже итог сейчас для себя подвели. Ну, это не итог, конечно. Ну, да, какой-то,
ну, работали какое-то время и вот подвели какую-то черту, да, какую-то. То есть сейчас можно идти дальше уже с чем-то новым. Благодаря вам. Спасибо. Спасибо. Третьей секции, как сказано, у нас нет. И я даю слово Эльмире Куриленко. Это один из ведущих специалистов, педагогов в области театра кукла российского, город Новосибирск. Ну, в общем, слово тебе, Эльмира. Все работали, пока вы не начали включиться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал решение и рассмотрел такую возможность поработать в 2 секциях в этот раз на этом форуме. У меня очень сильные впечатления и там получились. Я очень благодарна в первой секции на режиссуре вот людям, которые вот прямо зрелые. В этот раз было ощущение, что люди приехали действительно работать, не для галочки, да, действительно в чем-то разобраться. Мне очень приятно было, что вот люди зрелые, которые вот компетентны в своей профессии, вдруг все откинули, встали в позицию ученичества и снова стали копать, как говорится, да, потому что не было результата, спущенного сверху, нам нужно было дойти до чего-то. И вот этот уровень рассуждений, уровень дискуссии был очень высок настолько, что я тоже сама училась. И спасибо вам за методические материалы, которые вы в итоге сделали, и кто-то сбросил, кто-то принес. Я буду это использовать в дальнейшей практике. Спасибо. И секция кукол тоже также очень яркие у меня впечатления. Слава богу, мне помог мой помощник Святослав Панков, молодой педагог. Он меня так разгрузил маленько. Вот, там тоже люди сделали такой маленький подвиг, потому что за 4 дня не освоили, а познакомились, но то, что они сделали, это было действительно подвиг, я могу так назвать. А из такого отрицательного моего впечатления я вдруг поняла, что когда 2 секции мы не успели ни там глубоко. И в первой секции было ощущение, вот только сейчас бы начать, да, к текстам пришли, и у нас все закончилось. И в секции театра кукол тоже времени не хватило. Жизнь вообще конечна. Ну да. Спасибо большое за впечатление и за сотрудничество. Спасибо большое. Сейчас я хочу особенно дорогой для меня секции передать слово. Это 5-я секция, театральная критика и работа в литературной части. Ну тут уж Вити, сдерживайте себя. Кто из вас начнет? Алена. Там вперед. Могу. Я Елена Юрьевна. Я очень благодарна, что вот я 2-й раз на форуме «Навруз», именно на форуме, и честь большая, и опыт, потому что это опыт вообще, как можно развернуть какую-то довольно эзотерическую область, которая театральная критика. Ну, как научить театральной критике? Это же за 4-5 дней и вообще, как этому научиться. Но, по-моему, попробовали мы начать поговорить. И у нас были разговоры, мы, конечно, с благодарностью к создателям спектаклей, которые мы посмотрели, с огромной признательностью. Спектакли фантастические, все, каждый по-своему, 2 просто эпохальных. Мы посмотрели спектакль Фарида Бекчентаева и вот вчерашний спектакль его молодого коллеги. И между этим чудесный спектакль на малой сцене, очень важный, мне кажется, для татарского театра, для театра Камала, потому что это новая пьеса, и это очень важно. Если этого не делать, то умрет драма и театр в каком-то смысле на родном языке тоже сильно пострадает. Так что я обожаю вашу труппу, как и многие здесь. Я потрясена, и каждый раз я выезжаю отсюда с чувством смятения и восторга, потому что я даже не знаю, для меня это мало с чем вообще сравнимый опыт. Так вышло. Я не понимаю, как достигается эта легкость, этот шик, этот европейский абсолютная подвижность, мобильность, готовность участвовать в самых разного уровня и свойств экспериментах, работах. И какая-то действительно такая полная, тотальная принадлежность чувственная, эмоциональная, интеллектуальная, телесная, всякая в своей культуре и какому-то гену такому национальному. И это все зрители, свои и не свои, понимающие язык, не понимающие, все это чувствуют. Для меня это самый главный опыт. И об этом, и этот опыт мы старались обсудить,
заодно подумать и поговорить о том, что происходит за пределами театра, когда там столько сложного и порой трагического, и как включить этот опыт за пределами театра внутрь. В общем, мы разговаривали, мне кажется, это самое главное, и вот в этом смысле я бы хотела, мое предложение, не предложение, а просто то, что мне показалось мало. Если есть намерение делать и впредь, потому что, по-моему, в прошлый фестиваль, то есть форум, не был тематическим или был? Тоже. Был? Значит, я тоже этого не заметила. И мы тут опять критики, заметьте, не заметили. То есть, конечно, мы все знали, прочитали в программе, но нас это не коснулось, нашей темой это не стало. Мы об этом частично говорили, но просто, по-моему, очень интересно, был бы это специальная секция критики, а может быть какая-то другая секция, скажем, интеллектуалов, аналитиков. Вообще, давайте подумаем про этот сюжет вместе. Для этого можно не обязательно критика, да, можно привести филолога, музыковеда и так далее. Это может быть любой специалист в данной теме, который будет развивать философа и так далее, развивать вместе с группой журналистов, театроведов, литературоведов и так далее, тех, кто запишется в эту группу, развивать эту тему на уровне теоретическом и, может быть, практическом. Как ее можно препарировать в театре, какие источники, с какими источниками работать и так далее. По-моему, это очень здорово, нам этого не хватило. Если бы вы меня попросили, я бы, может быть, подготовилась, потому что ничего интереснее, чем заниматься вот предложенной темами такого типа, такого уровня, которые предложил Фарид, по-моему, нет на сегодняшний день, особенно в национальных культурах театральных. Я страшно вам за это благодарна и люблю вас. Спасибо, Елена Юрьевна. Александр Александрович Вислов. Я тоже не в первый раз на форуме. Это высокая честь и, наверное, это к чему-то обязывает. Прежде всего, должен сказать, что у вас тут, по-моему, наверное, уже говорил, а может быть нет, замечательная атмосфера на этом мероприятии. Она какая-то, с одной стороны, очень деловая, правильная, но при этом без ненужной заорганизованности. Она какая-то суперпрофессиональная, но при этом без излишнего фанатизма. Она какая-то очень человеческая и душевная. И, конечно, это все связано с теми людьми, которые стоят во главе угла, с теми, которые придумали это, которые руководят всем этим. Это, конечно, ваша заслуга, дорогие друзья. Вы все знаете этих людей. Вы настоящий театр, и благодаря этому вы делаете важнейшее, замечательное и очень нужное, по-моему, всем нам дело. Это первый момент. Второй момент, значит, я придумал, поскольку Навруз это действительно серьезная организация, то вот я решил свой семинар практику назвать так тоже достаточно серьезно, что должен знать и уметь идеально завлечь в современном театре. И не знаю уж, насколько нам удалось приблизиться к идеальности тем людям, тем завлитым, сочувствующим, которые принимали участие в нашем семинаре практику. Но мне кажется, что какие-то небольшие шажочки мы в этом направлении сделали, какие-то практические занятия мы осуществили. Например, мы писали аннотации на те спектакли прекрасный Фарида Бекчентаева, который мы увидели. За ночь нужно было написать аннотацию. Причем каждая группа, каждый ряд писал в расчете на гастроли, на конкретную целевую аудиторию. Московские гастроли в Иркутске, где по Википедии мне удалось выяснить меньше всего татарского населения, ну и гастроли в Германии. И вот даже Где одни татары. Нияз Раушевич пришел, даже меня заинтересовался, может даже подчеркнул для себя что-то из этих. Были какие-то любопытные аннотации. Вот. Затем мы разбирали сайты, мы разбирали печатную продукцию. И это был такой, мне кажется, свободный, интересный обмен мнениями. Лично я для себя подчеркнул довольно много в этом интересном, профессиональном и очень каком-то живом и человеческом диалоге. Не все удалось делать из того, что было задумано в полной мере. Там была еще у меня задумка, чтобы завлечь сегодня, я считаю, обязан быть инсценировщиком, обязан быть драматистом, то, что называется в западном театре. Было задание написать некоторые коротенькие сценки, некие прообразы будущих больших сценических работ. Вот не все с этим, просто в связи с того, что отсутствием времени, потому что действительно и спектакли, и утренние занятия, не все с этим справились, но, по-моему, те, кто справились, те, кто сделал это, как-то тоже поняли, что это не... В конечном итоге пришли к выводу, что это было сделано не зря. Ну и, может быть, в дальнейшем, я надеюсь, мы будем как-то общаться
поддерживать сотрудничество, наши отношения, и, может быть, кто-то постфактум, что называется, что-нибудь напишет. По крайней мере, хотелось это творческое начало в Завлитах разбудить. И последнее. В самом начале нашего семинара первое, что я просил сделать, записывал на доске, предложил Завлитам озвучить то, чем больше всего приходится заниматься в повседневной трудовой деятельности. Чего там только не было. Ну, включая фотографирование, включая ведение архива, включая поздравления с Новым годом, включая написание некрологов. Вот все, и только под номером 18-19 у нас возник пункт чтения пьес и рекомендация пьес режиссера. Вот, дорогие Завлиты, кстати, мне хотелось к вам обратиться, так как получилось, что немножко скомкали наш финал. Опять-таки скомкали, потому что это такой маленькая ложечка дегтя. Вот, очень хотелось участникам нашей секции больше ходить на показы, больше попадать на практические, видеть результаты работы других секций. Там не всегда этого получалось. Очень всем хотелось попасть на лекции Марины Давыдовой. Тоже это немножко совпадало. То есть по поводу логистики, которая у вас, в принципе, отменно работает, но, может быть, с этой точки зрения подумать, как... Вопрос приоритетов, Саша. Все понятно. Это маленькое замечание, просто имейте в виду, что, может быть, иногда стоит там что-то такое, если при возможности. Понятно, что это очень сложно сделать, но, тем не менее, может быть, как-то... Поэтому мы немножко скомкали это наше заседание, когда мои практиканты, семинаристы-практиканты сказали с слезами в глазах: мы так хотим пойти, отпустите нас, давайте мы закончим, мы так хотим пойти на показ. Пришлось это сделать, поэтому, скомкав наш финал, сейчас хотел бы обратиться к тем, кто сейчас в этом зале. Дорогие Завлиты, пожалуйста, помните, что вы в первую очередь творческие единицы театральные, что от вас сегодня в театре очень многое зависит. Помните об этом, не забывайте, и Бог вам в помощь. Ура, спасибо. Спасибо. У нас здесь за нашим импровизационным таким столом круглым еще два человека, которые посещали все семинары разных секций. Мы пригласили наших друзей, наших коллег Глеба Светковского и Оксану Кушняеву посмотреть, обсудить что-то, написать о форуме. Может быть, и сейчас хотелось бы, может быть, какое-то короткое резюме о том, что они увидели. Оксана, слово тебе. Да, я, наверное, скажу несколько слов. Да, у нас такая была особенная роль, как птички прыгать по разным мастерским и пытаться ухватить, что происходит вообще на форуме. Для меня это какой-то тоже совершенно новый и неожиданный опыт. Во-первых, с одной стороны, мне казалось, что артисты в российских театрах, может быть, в национальных по-другому, но в российских театрах очень ленивые, и их попробуй заставить чему-нибудь поучиться по опыту разных фестивалей, наблюдений. Здесь, правда, я тоже согласна, собрались какие-то удивительные люди, которые готовы учиться, и заглядывая в разные мастерские, ты видишь, как учатся завлиты, которые уже работают с завлитами, но готовы начать снова получать знания, как учатся удивительные артисты театра «Кукол», осваивая новую технологию, действительно совершенно в новую воду входит. Ну и для меня, конечно, это тоже был особенный университет, потому что мы все равно театру люди со стороны критики. А здесь есть такая возможность увидеть остов, скелет какой-то театрального искусства, который, в общем, обычно мы видим замаскированным, приукрашенным, припудренным. Здесь ты видишь не только, как получается что-то новое, но и как не получается, как ошибаются, как задание дается и не выполняется. И для наблюдателя, для меня, по крайней мере, это может быть еще важнее, чем когда все выходит и все срабатывает. Интересно, конечно, что все в группах разные, что это какие-то люди, которых собрала сегодня вот эта конкретная задача, конкретный форум, конкретная тема, и все подходят по-разному. То есть, конечно, задумываешься о школе, что есть классическая школа, есть новый театр, который предлагает новые вызовы, и, естественно, размышляешь о том, как эта классическая школа к этим новым вызовам готова или не готова. Вот. Еще о многом приходится думать. И отдельная мысль, которая посетила меня, и мы об этом тоже разговаривали с Глебом, что, например, театр Петрушки, который мы сегодня увидели, забытый, но очень подходящий нашему времени, новостям, абсурду, дикости сегодняшнего дня. Просто то, как работает этот театр, тема его такой дикий и грубый язык, он сегодня должен быть востребован, и, черт побери, его нужно
поднимаете, работаете, он будет востребован у публики. Вот, спасибо, такие размышления. Спасибо, Глеб Семенович. Спасибо. Я второй раз на форуме, и мне страшно сравнить вот эти два опыта моих, потому что я приезжал сюда первый раз 4 года назад и 4. Тогда был спектакль «Таганки», мы с тобой работали тогда в экспертном совете 4 года. Вот. И я тогда работал как педагог, и, соответственно, поэтому видел только какой-то узкий участок работы. А в этот раз, благодаря Нигазу и театру, мне удалось увидеть, наоборот, очень много. Я такой немножко был такой в роли такого дегустатора, который ничего не сел, но все понадкусывал. Ну, вот. И я должен сказать, что это надкусывание, оно оказалось, по-моему, ужасно полезным. Что я увидел? Мне кажется, во-первых, что называется вот театральный педагогический форум, да, и кажется, как будто вот здесь сейчас приедут вот люди из разных театров, из разных республик, из разных регионов, и они все поймут, вот наконец, как надо делать театр, какую-то систему им дадут, какой-то инструмент. Вот мне ужасно понравилось, что на этом форуме не было вот этого посыла, не было единого инструмента, не было какой-то единой школы, которой надо следовать и которая даст все отмычки. А, во-первых, я вижу, что просто представлены практически все школы, так или иначе. Представлены и ученики Анатолия Васильева, и Малый драматический театр, Дмитрий Кашмин, и, не знаю, там огромное количество школ разных. И ни одна из них, вот тут выступали люди и говорили, что вот то, что я делаю, в общем, это вот все только часть какая-то работы, это вот Дмитрий говорил, что это все только бесполезно, что если у тебя нет чего-то большего. И, в общем, так можно сказать, Юрий Альшиц назвал свой показ «5 бесполезных упражнений». Вот эта вот бесполезность, в хорошем смысле слова, я думаю, каждый из педагогов немножко ощущает, что это только возможность, это только какое-то направление, в котором можно следовать. А рядом есть какие-то другие тропинки, по которым можно идти. И вот это, мне кажется, самое ценное, потому что все педагоги, во-первых, я думаю, побывав на каких-то других показах, учились у своих коллег. И я уверен, что они уедут отсюда богаты каким-то новым знанием, и это каким-то образом будет применено в каких-то их новых работах. Вот. И кроме того, мне кажется, что вот все те, кто побывал на форуме, я убежден, что здесь это не только там полезно для актеров, и там, научиться двигаться, научиться тому, научиться всему, а это именно на самом деле в первую очередь учиться мыслить. Вот эта вот попытка учиться мыслить, создавать какие-то новые театральные миры, вот мне кажется, какой-то вот плавильный котел такой вот, который здесь, как мне говорили, или если пользоваться уж аналогиями, примесить к тому месту, где вы находитесь, такой плавильный казан, да, то вот, мне кажется, вот это вот больше всего был похож, вот эта форма именно на это. А еще хочу сказать огромное спасибо, что я посмотрел несколько замечательных спектаклей. И, по-моему, замечательный сезон в этом году в театре Камала. Я увидел спектакль Фарида Бекшентаева «Взлетел петух на плетень». Я на большой сцене увидел Пришвина на малой сцене и увидел так совсем молодого, неизвестного мне режиссера Айдара Забарова «И это жизнь». И спектакль «Привозной» Алехандро Гонсалеса. И каждый из них по-своему интересен. И что касается вот спектакля, особенно мне было интересно, вот два спектакля, это Фарида Бекшентаева «Взлетел петух на плетень» и молодого режиссера, наоборот, Айдара Забарова «И это жизнь», потому что здесь есть попытка, на самом деле, как мне кажется, каким-то образом понять, что такое такая национальная культура, и как двигаться с ней, как с этим языком, как его можно применить к современному театру. И вот это, мне кажется, очень важно, то, что здесь нащупано, и видно, что есть куда развиваться и расти.
Спасибо. Спасибо. Можно я сделаю то, что я не сделал, все-таки единственное, я не встал, я выполнял режиссерскую задачу. Да, я извинюсь перед аудиторией, опять выполняю задачу. Я хочу, прежде чем подвести черту перед первой частью нашей встречи, я хочу дать слово человеку, который педагогическая сторона деятельности которого иногда превышает даже, собственно, художественную. То есть они идут так вот волнами. Человек, который придумал этот форум и, собственно, нас всех здесь собрал. Фарид Бекчентаев. Я не собирался ничего говорить на самом деле. А просто так посидеть, да, пришли? Посидеть, да, я выбрал вот и такую позицию, вот где-то, да, такая вот она. Как в детстве я в театре, когда рос в театре, мое самое любимое место было у места помощника режиссера, то есть это как раз вот та самая черта, которая разделяет, то есть зритель, сцена, да. Вот, поэтому я не собирался ничего говорить. Спасибо, что ты так превысил, немножечко преувеличил это, потому что это не только я придумал этот форум, здесь участвовало много очень людей, потому что даже те люди, которые приезжали на фестиваль, которые мы приглашали, это и вот Юрий Леонович, мы с ним очень много обговаривали, это Ниязов Рауфович, который очень активен в выборе и в предложении кандидатур, которые должны обязательно приехать на форум, мы с ним постоянно ругаемся на этот счет, убираем. Правда, да, потому что он очень добрый человек, и он хочет привести всех буквально, просто всех. Когда он мне подает список на стол, вот, это человек 15. Театроведов, Игорь, театроведов. Это должны быть главные секции, конечно. Это главная секция. Вот, поэтому я к чему это говорю, что все сказали, все свои впечатления. Конечно же, мы уже буквально с первого дня, мы вот с Ильфиром Ильшатовичем, а потом на третий день подключился Нияз. Конечно, мы уже обдумываем следующий форум, 2020 год. Следующий год, и мы сейчас, наверное, все-таки, я хотел бы, чтобы, наверное, кто-то все-таки высказал какие-то, но правильно, не просто слова благодарности, нам очень важно услышать, что же все-таки не случилось, что не произошло из того, чего бы хотелось. Вот, потому что мы будем все равно так же, вот как фестиваль, Навруз фестиваль, сейчас как-то более жесткий отбор на фестиваль Навруз. Это уже поняли многие. Если поначалу, в самом начале Навруз это был фестиваль такой дружбы народов, да, приезжали все, собирались все, невзирая на то, что какой-то спектакль по качеству. Нам важно было просто объединиться, увидеть друг друга, понять. Вот. Но потом мы как-то начали. Поэтому, мне кажется, и форум будет развиваться тоже в эту сторону. В сторону, концентрации какой-то. Сейчас не про педагогов, наверное, сейчас речь идет о участниках. Да? И о педагогах тоже. Да, о педагогах тоже. Вот. Поэтому я не сомневался, что для педагогов будет тоже очень интересный опыт. Я имею в виду сказание об Иосифе, Иса Юсуф. Это в первый раз, потому что обычно приезжали мастера, они предлагали ту методу, которую они уже как бы использовали. Здесь был вот такой какой-то двойная работа, взаимопроникающая работа. Это очень ценно. А то, что сказала Алена, да, согласен. Тут мы немножечко упустили. Видимо, как-то долго спорили, кто приедет, вместо того, чтобы уже заняться. Правда, потому что материал, который мы предложили, он настолько обширен, настолько многогранен, настолько глубок, что там, конечно, можно было подключить научный какой-то подход. Научный подход,
потому что сегодня тексты, к сожалению, они очень, как бы так сказать, они не соответствуют, может быть, уже тому, чего хочется. Они, мне кажется, тексты отстают сейчас, очень много отстают. Поэтому и возникло желание обратиться к этому такому огромному тексту. Потому что то, что сейчас предлагает драматургия, во многом, не вся, во многом, она так я выскажу, куцая. Это я так думаю. Вот, поэтому я думаю, что надо сейчас послушать. Сейчас. Нет, да, Ильф Ришат хочет. Так ведь он сам не хочет уходить. Он не хочет уходить. Подаваться, Игорь. Утихающие овации первому человеку по эту сторону рампы, которому я хочу дать слово. Это начальник управления искусства нашего Министерства культуры Хайрудинова Дилия Флёровна. Это наши учредители, без них тоже бы ничего здесь не произошло. Добрый вечер, дорогие друзья. Я так же, как Фарид Рафкатович, тоже не планировала выступать сегодня, что-то говорить, потому что мне было просто очень интересно послушать мнение всех участников форума, послушать мнение уважаемых преподавателей, потому что действительно это такое очень большое событие для нас, для Казани. Мы знаем, что это форум, что это фестиваль, он один из самых знаковых в нашей республике, и мы всегда с особым интересом, с особым вниманием следим за событиями, которые происходят в рамках этого форума. Ну вот мне уж так удалось побывать здесь в самом начале, когда у нас было пленарное заседание, когда я смотрела на всех присутствующих в большом зале театра Камала и видела в глазах некий такой неподдельный интерес, что же будет такое ожидание в глазах. И вот сегодня я вижу совершенно уже иная обстановка, иные эмоции у всех сидящих в зале. Это прежде всего какое-то удовлетворение, удовольствие от того, что произошло на этом форуме, от того, с кем получилось пообщаться. Конечно, большое всем нашим уважаемым преподавателям, организаторам этого форума. Услышала для себя очень такие хорошие слова, в частности о том, что надо привлечь и музыковеда сюда, сама как музыковед, как специалист по балетному театру, тоже надеюсь, что, наверное, в будущем что-то для себя почерпну в этом форуме. По поводу того, что погода была плохая, мне кажется, что погода послужила еще неким таким импульсом, таким фактором дискомфорта, который подтолкнул наши мысли, стал таким генератором новых идей, генератором новых каких-то таких впечатлений у всех участников этого форума. Ну и, конечно же, мне приятно видеть знакомых и незнакомые тоже лица, которые здесь были. Спасибо вам большое за работу. Надеюсь, что форум будет продолжим в будущем. Уже слышу, что здесь говорят и о 2020 году. Спасибо вам большое, удачи. Надеюсь, что все, что вы получили здесь, те знания, которые здесь были получены, они вам пригодятся в дальнейшей работе. Спасибо, директор. Ну, ребята, и вам сейчас всем слово. Кто готов? Можно спросить? Здравствуйте всем. Я, так как мы приехали с Казахстана, да, вроде не близко, но не так далеко, хотелось бы, вроде просьбу, пожелание, в какой-то степени вопрос организаторам поучаствовали. Я как актер, я бы хотел поучаствовать не только на одном, естественно, своей лаборатории, но и у Яцкого, например, я хотел поучаствовать бы. И речь мне очень интересная. Я каким-то образом в первые дни успевал, я пришел, там что-то, по времени идет параллельно.
Я бы очень хотел, например, до обеда позаниматься своим, после обеда кому-то еще. Да и вечером мы занимались, как-то было, да, я лично не уставал. Я бы 3 раза в день позанимался, ну, то есть я посещал мастер-классы, это очень хочется. То есть вы тоже за расширение, правда? Да, да. Очень такая просьба, если это возможно. Нет, это, скорее всего, невозможно. И напротив, вопрос приоритетов в будущем, вот Фарид Равкадович сказал, он нам очень сложно. Мы выписываем эти сертификаты, если бы вы знали, какая за этим работа стоит, никогда об этих людях не говорят, но вот здесь Гульнур Гиматова, я уверен, находится, с красными глазами ночью составляет тематические планы, чтобы вы получили сертификаты, отвечающие ВГОСам, федеральным государственным образовательным стандартам и все такое прочее. Понимаете, это все очень сложно. Все хотят, особенно приезжие из дальних республик, там, из Казахстана, из Якутии, они все из Тувы хотят посетить сразу все. Так не бывает, ребята. И это ничего не дает никому в конечном счете. Нахвататься по верхушкам это бессмысленно. Мы стараемся от этого отходить. И с развитием форума все будет жестче. Понимаете, вы посвящаете себя чему-то одному. Выбирайте сами. Показы для всех. Мы подумаем о том, чтобы день показов сделать, возможно, свободным. Честно, я отвечу тоже на этот вопрос. Это как совет, как рекомендация, потому что действительно, особенно молодым актерам, хочется и того, и другого, и третьего, да побольше. Но действительно формат предполагает только участие в одной лаборатории. Это правильно, потому что тогда достигается эффект цельности в погружении в предмет, в оснащенности в этом предмете. Поэтому я не очень представляю, что мои ребята, те, которые выходили на площадку уже работать над произведением, убегают куда-то и отвлекаются на другие дисциплины. Это не ревность, это просто вот, ну, непонятно, да, что, к какому результату мы тогда стремимся. Либо нужно придумать что-то иное. А вот по поводу совета актерам любого возраста нам пример дают голливудские звезды. Дело в том, что у них это практикуется через каждый какой-то период съемочный. Отснявшись нескольких блокбастеров, Сэмюэл Л. Джексон летит в Лондон к Сисили Берри и занимается 2 недели сценической речью у профессора Роyal Court. Да? Или потом кто-то еще. И это вот это правильно. То есть я на конкретную дисциплину обращаю в этот момент все свое внимание. А через 2 года на что-то уже другое. Спасибо. Друзья, это действительно так. Не получится обзорных экскурсий галопом по Европам. Мы с организаторской точки зрения будем делать все, чтобы этого не происходило. Для ваших же интересах. Ваших же интересах. А мне вот кажется, что наоборот. Это я говорю тебе в затылок. Я бы, например, была бы бесконечно рада, если бы мои люди, которые у меня занимались, имели возможность до обеда там позаниматься со мной, а потом сходили бы к Диме на занятия в качестве практики, в качестве слушателя. Вот мне, например, это было бы даже, вот во всяком случае, мне кажется, что практические дисциплины нужно давать возможность людям как-то, не знаю, хотя бы иногда видеть, потому что они действительно приезжают на эти 4 дня. Я понимаю, что скакать по верхам плохо, но если бы вот мне казалось, что только и была бы польза от этого. Не все подряд. Да, делить день на 2 возможно, я думаю. Нет, даже это не очень правильно, потому что вот Дима говорит, что ну что такое 3 часа, 4 дня по 3 часа. Может быть, да, увеличивать время. Да, время, я понимаю, если бы у него была группа, которая работает с утра до вечера. Поэтому на следующий форум, конечно, мы будем собирать. Ну вот показы бы хотелось в свободный день показывать. Может быть, мы откажемся даже от демонстрации спектакля своего, чтобы показать показы. Конечно. Это надо всем увидеть. А вот работать в лаборатории, ну, это дискуссионно. Вопрос прозвучал. Понятно. Мы его услышали, будем думать, да? Да. Ну, как бы 2 точки зрения отсюда надо подумать. Еще? Если тогда у вас времени, скажем, под вопросом будет растягиваться, не будет, больше или меньше дней, тогда, наверное, пожелание мое личное информацию давать всем, и слушателям, и участникам. Мне вот посчастливилось из слушателей попасть в группу участников. Наблюдатели, из наблюдателей. Да, из наблюдателей в группу участников. Но я лично даже звонила, спрашивала, как-то просто краем уха услышала, что заявленную тему. Мне сказали, вы слушатели можете
как бы ничего не Наблюдатель. готовилась, да. И вот в первый день мне уже просто я села и стала всю ночь читать. Кассалисов. Да, да. Вместо того, чтобы отрабатывать, я поэтому не справилась с этим заданием. Знаете, с вашими наблюдателями... А что за вопрос? Какое предложение? Предложение всем как бы давать тогда и слушать, и наблюдателям, и участникам давать тему, чтобы были... Да, обязательно. Это безусловно, но с наблюдателями очень большая проблема. Наблюдатели у нас это, как правило, 90% это сотрудники, научные работники, преподаватели КГИК и КТУ. Из них ходит, вот 30% ходят на все, а 70% просто пишут заявление о том, что они будут ходить. Они очень ненадежны. Вот ваши же коллеги, понимаете, я могу просто перечислить фамилии вам кулуарно. Вы ходите, а 90%, ну там нет, ходит Татьяна Михайловна, все ходят. Кому надо, те ходят, кому надо. Но очень многие не ходят, они записаны у нас. И поэтому, и мы же знаем вас, и КГИ, и КТУ. Поэтому примерно такой, ну как бы, хорошо. Вообще как с наблюдателем взятки гладкие, да? Наблюдателю взятки гладкие. Наблюдатель может прийти, может наблюдать. Да, для того, чтобы мы сами не были, чтобы кураторов не напрягали. Может, вообще не нужно наблюдателей. Может, зачем? Да, распределить тему, потому что многие наблюдатели, я надеюсь, что хотят... Нет, может, вообще не нужны наблюдатели. Нет, наблюдатели очень нужны. Нет, ну наблюдать, ну что значит тебе практические занятия наблюдать? Игорь Ешин правильно же сделал, что вот вы наблюдаете, мне не нужны наблюдатели. Если вы хотите участвовать, то участвуйте. Зато была возможность участвовать. Ну вот, он это сделал. У него была возможность чисто по количеству квадратных метров. А как Здесь сидеть не было. наблюдать, я вообще не очень понимаю. Сидеть и наблюдать, как там, значит, Маша Бычакова делает вот эти упражнения, и потом что я понаблюдал, и потом что я приду, буду это делать, или что я буду преподавать это, но это, мне кажется, не совсем правильно. Это да, как-то наблюдатель, в этом есть что-то, что такое наблюдатель, как это наблюдатель? Поэтому... Все хотят сертификат. Другое дело всем участникам рассылать точно тему, и более того, вот как Юрий Леонович это делает очень точно, или же это точно, мотивацию. Каждый участник должен прислать мотивацию, почему он хочет, что он хочет. Более того, если будет заявлена тема, он педагог, который будет тоже эту тему разрабатывать, он может общаться с тем и давать какие-то задания. И будет более продуктивно. Конечно. Потому что сейчас немножечко это все так у нас такое, знаете, как Игорь опять, броуновское движение такое. Все как-то так туда-сюда побежали, туда пришли, тут чуть послушали, потом побежали в другое место как-то. Вот мне кажется, больше пользы, если это все так сконцентрировано, каждая группа сконцентрирована, точно работает, и участники, и педагог, они уже заранее знают друг друга, может быть, даже так. И пусть подробнее в заявке расписываются секции в каждой лаборатории, потому что Конечно. очень многих путаниц получилось. Да, согласен. Путаница была с нашей стороны. Путаница была с нашей стороны, потому что до последнего уточнялись состав, педагогический состав. Ну были, да, мы это учтем обязательно. Мы будем Нет, вообще это очень странная вещь, потому что, понимаете, заявок было столько, и большой процент не приехали просто. Вот просто не приехали. Мы сформировали, как бы разделили, они не приехали. Ну потому что это такая, ну как сказать, ну шара. Ну это же на шару. Ну вам просто не надо Приехали, тут и все кормят, тут и все бесплатно. Вы же знаете, что во всем мире, в Европе, в любом мире, все семинары, лаборатории оплатит сам участник. Платит сам участник. $3,5 тысячи летняя театральная школа в Америке. И все актеры делают, да, они хотят получить вот эти вот знания. А у нас немножечко такая, поэтому шар, я просто говорю, люди, которые заявляются и не приезжают, а еще те, кто приезжает, они ходят туда-сюда, а что делать педагогу, как ему сформировать, как ему сконцентрироваться. Поэтому это вопрос и к вам, и к нам.
такой наш общий вопрос форума. Да, правда, это очень важный момент. Мы же хотим, чтобы было как лучше, всем, удобнее, максимально. Хочется все посмотреть, но из этого в голове, может быть, каша какая-то возникнет. Особенно теоретические секции, вот тоже, просто Фарид Равкадович как-то там не очень бывает. Но вот у меня был случай 4 года назад, когда два прекрасных педагога в параллель читали. Почему-то весь народ пошел на Глеба Ситковского, а прекрасный педагог и обладатель тоже уникальных знаний Елена Ковальская осталась в компании 4 человек, включая меня. На следующий день была другая ситуация, потому что, ага, Глеба они вчера послушали, сегодня они пошли как Ковальской. Это касательно, ребят, понимаете, это каждый педагог готовится Алена Карась, готовится Глеб, все ребята готовятся, все готовятся, понимаете, для того, чтобы максимально вам дать свое. Ну надо выбирать. Ну мы занимаемся. Понимаете, вот женщины тоже, все красивые. Правильно, Женщина, жена одной. Ну, все время, да. Друзья, есть еще вопросы? Да. Микрофон прям поближе. Очень мало времени, как бы мы провели с вами, хотелось бы побольше всего знаний, побольше всего. Это зависит даже не столько от нас, сколько от возможностей театра. Дело в том, что, естественно, мы питание, все предоставляем, возможность ходить на уникальные семинары и лекции, но мы не берем на себя расходы транспорта и проживания. Как правило, это связано с этим. Мы бы могли еще пару дней, например, административно, ну, то есть наш театр бы мог еще пару дней работать, но это не могут большинство театров, которые приезжают издалека. Потому что действительно, вот я понимаю Казахстан, это же не просто так, вот они действительно приехали, вырвались, с трудом нашли деньги на приезд сюда. Это, я понимаю, почему этот вопрос прозвучал. Но тем не менее вот так. Поэтому будем искать какой-то консенсус и в этом тоже. Еще? Вторая лаборатория. Вопрос конкретный именно по ней. Хотелось бы вот как раз таки у актеров была тематика, и у нас не было тематики, и мы начинали с нуля. Хотелось бы, чтобы было заранее какое-то определенное задание или хотя бы темы для изучения, для прочтения, чтобы потом можно было конкретно собраться и уже работать над этим, чтобы вся группа была уже в курсе материала. Хорошо, спасибо. Чтем. Еще? Я уточню просто то, что я сказала. Я имела в виду, что если действительно форум приобретает тему такую, как в этом году, это потрясающе. Просто обидно. Вот мы все обсуждали это, как бы нам было всем, многим из участников нашей мастерской вот, включить, стать как бы частью исследовательского проекта, скажем, да? Вот, быть подготовленным, во-первых, и развивать эту тему на разных наших уровнях. По-моему, нам всем было бы интересно, но это такой момент, про который тоже стоит подумать, если говорить о теоретическом. Друзья, смотрите, через 20 минут начинается замечательный спектакль, о котором никто ничего не сказал сегодня. У нас еще один хороший спектакль, тоже премьера этого сезона, Ильгеза Зайниева, Беркай Айсулу, национальная классика. Записан, один момент. Второй момент. Тянуть из вас словами, клещами слова тоже не хочется. И есть какой-то момент, чтобы немножко отдохнуть, кому-то перекурить. Наверное, давайте мы на этом закруглимся. Но послушайте, пожалуйста, внимательно. До того, как все ваши не созревшие сегодня в ходе этой дискуссии вопросы, предложения и пожелания вы можете направить на официальную почту театра. И мы будем благодарны, если в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, везде, в любой коммуникационной системе, где вам нравится, вы отправите свои пожелания. Правда, мы ко всему прислушаемся, все подумаем. Может быть, через 2 года у нас изменится точка зрения, может быть, действительно, как-то жизнь повернет к чему-то. Мы обещаем, вот каждый наш форум мы заканчиваем вот таким круглым столом. Начиная с первого дебютного, когда мы не знали, делали его буквально на коленках первый раз в 2010 году. И мы собирались так, и слушая, и второй мы уже делали, исходя из ваших пожеланий. Все то, что вы увидели сегодня, в большинстве своем, в течение этого форума, это результат ваших пожеланий, устных, письменных, озвученных, не озвученных. Поэтому будьте к этому тоже активны, внимательны, сотрудничайте с нами. Мы для вас это все делаем. Спасибо всем.